добрый, с вами Задорник, и сегодня хочу сравнить современные игры и игры, которые выпускались раньше, ну, скажем, 12-15 лет назад. Думаю, будет интересно. Начнем. Значит, будут оценки в таких категориях, как реиграбельность, сюжет, оригинальность, легкость освоения, геймплей, графика, звук и музыка, интерфейс и управление. Я не буду сравнивать по жанрам, а выберу общую модель. Это лично мое мнение, я никому его не навязываю. Реиграбельность – это когда игру хочется играть повторно. Раньше игры делали, чтобы их проходить, и основные силы вкладывали в синглплеер. Тут ставлю 5, ибо до сих пор перепрохожу старые игры с удовольствием. Мультиплеер был как дополнение к игре, но зачастую очень качественный. В современных играх сингл делается на «отойди, пожалуйста», а с нормальным синглплеером игр 1-2 и обчелся, так что ставлю 3. В игру поиграл и забыл. Сюжет, я скажу так, плюс-минус одинаковый у новых и стариков, но подача и наполнение отличаются, больше нравится в старых играх, ибо меньше сюжетных дыр. Новым 4 балла, а старикам 5. Оригинальность. Но тут как бы все понятно, старикам ставлю 4 балла, ибо они копипастились еще с более древних игр, а новым 3, это копипаст копипасты, но встречается и там и тут оригинальные идеи. Легкость освоения. Тут так скажу, что старые игры освоить было тяжелее, чем новые, и это лучше, так как нужна более активная мозговая деятельность, а в новых вас ведут за ручку. Ставлю старым 5, а новым 4. Сложнее лучше, лично для меня. Геймплей – это компонент игры, отвечающий за интерактивное взаимодействие игры и игрока. В новых играх взаимодействие очень низкое, миры зачастую мертвые, полуживые и невзрачные, это 3. В старых все повеселее, ставлю 4. Графика. Ну тут, конечно, новые получают 5, но как ни странно, не во всех играх даже сейчас делают игры со слабой графикой. Старые же получают 4 для своего времени. Не графика единой, как говорится. Звук и музыка. Это вкусовщина полная, но я не игровой меломан, для меня и Old и New примерно одинаковы. Ставлю по 5 обоим. Интерфейс. Он разный, но бывает и перегружен. Я за настройку интерфейса в настройках игры. Сорян за тавтологию. Поэтому 4 и тем, и этим. Итого получается, новые получают 31 балл, старики получают 36 баллов. Олды победили. Теперь я хочу рассказать о явных проблемах современных игр подробнее. Понеслась. Первое. Делай абы как, а позже починим. Баги и глюки. То есть серьезные и не очень доработки теперь в играх со дня их создания. Лечатся патчами, но не всегда, чаще разработчики забивают болт. Второе. Free-to-play или плати, чтобы побеждать. Наверное, самое подлое качество современного игропрома. Платить бесплатные в кавычках, в которые нужно платить за каждый шаг, либо страдать из урезанных возможностей игроков. И всегда проигрывать схватки с теми, кто вложил в крутые пушки, двигатели, сверхспособности, реальные деньги. Третье. Дополнение премиум издания сезонный абонемент. Альтернатива микротранзакциям – продажа игр за бешеные деньги по кусочкам. Идея, конечно, была здравая – не выпускать игру раз и навсегда, а улучшить ее по прошествии некоторого времени. Но ожидания от реальности отличаются, сами понимаете как. Поэтому разработчики пошли от противного. Игроки получают урезанную игру с максимально коротким сюжетом, парой действующих персонажей в мультиплеере и вообще по минимуму всего, лучше, чем в демо-версии. А в полноценная игра теперь называется премиум изданием, в ней есть все, что создатели хотели воплотить изначально. Четвертое. Игры, в которых нельзя проиграть. Можете сколько угодно размахивать трилогией Dark Souls и Arma. Эти игры стали сенсацией и исключением из правила, потому что не прощают ошибок, дурачества и наивности игроков. Пресловутые 8-битные игры времен 90-х годов, которые, как тогда казалось, упрощены для детворы, не заискивали перед игроками и не щадили их, как нынешние серьезные шутеры, гонки и прочие стелс-экшены. Сегодня в таких играх можно совершать ошибку за ошибкой, компьютеры в болванчике все прощают и забывают, а разработчики всегда подстелят соломку, даже если из-за кривых рук игрок умудряется опростоволоситься. Пятое.
QTE Press F to Win. Quick Time Events или QTE — это привет из прошлого, из игр жанр интерактивное кино. Это когда разработчики создают иллюзию, что зритель в реальном времени вершит судьбу главных героев в кино. Особенно такие развлечения были популярны на заре изобретения компакт-дисков. Существовали даже фильмы, в которых на определенном отрезке времени можно было выбрать, умрет ли герой в следующей сцене или спасется. В зависимости от выбранного варианта лазер перепрыгивал на разные области диска, и кино возобновлялось. Сейчас эти механики зачастую используются. Шестое. Фарминг или повторение мать заикания. Для кого-то такая реплика будет покушением на святая святых, потому что фарминг с некоторых позиций выглядит как шлифовка игрового мастерства и одна из основ MMORPG, но зачастую это пользуют и сингл-проекты. Просто ходите и выполняйте однообразные задания сотни раз подряд, убивайте одних и тех же врагов, повторяйте одно и то же действие. Кому-то такое времяпрепровождение даже нравится, потому что вы как-никак играете, при этом в очень уютной, предсказуемой атмосфере. Можно выключить мозг и убить свободные от работы или учебы часы. Седьмое. Копипаст. Его много, он беспощаден. Все и все копируют друг у друга и даже у себя. Вспомним Assassin's Creed или Far Cry. На этом фоне кажется новым даже хорошо забытое старое. Перезапуски Resident Evil, Alien и Doom для многих стали новыми неизведанными играми. Напоследок хочу сказать, каждому поколению свои игры, но это мой ролик, и я решил так. Надеюсь, обиженных не осталось. В комментах пишите, какие вы бы поставили оценки, кто лучше по вашему мнению. А также делитесь и подписывайтесь, поддержите канал, ему и так нелегко. А с вами был Задорник. Всем спасибо, все свободны. Играйте в хорошие игры.